сообщества и, собственно, туристов, мы увидели востребованность в этом проекте. Проект, на самом деле, очень уникален. Он уникален тем, что он совмещает в себе и наши эксклюзивные особенности, которые присущи нашей республике. Ну, мы же с вами хорошо знаем, что почти 98%, 99% всех алмазов добывается на территории нашей республики Российской Федерации. Город Мирный – это столица Алмазного края, и наша бриллиантовая неделя начинает свое начало именно оттуда. С посещения рудки «Мир», с добычи, затем сортировки, огранки алмазов, а потом ее изделий, до превращения в изделия. Весь этот цикл может комплексно показать только наша республика. Поэтому мы посчитали, что интерес к промышленному туризму все больше сегодня у пресыщенного туризму нашего потребителя этих услуг, да? Особенно туристов, которые много путешествуют по миру, которые многое видят и умеют, имеют возможность отдыхать в других странах. Вот к нашей территории интерес больше к нашим экстремалам, к нашему экстремальному туризму и к нашему эксклюзивному туризму, каким как раз является это самое событие нашей бриллиантовой недели. И вот совместив все эти наши возможности, создав этот проект бриллиантовой недели, мы сегодня его в этом году уже проявляем не как промо-тур, а как уже событие, туристское событие, которое имеет своих уже теперь почитателей, имеет сегодня свою аудиторию, тех туристов, которые прибыли к нам на это событие. Ну, наверное, мы вспомним о том, что у нас хорошее сотрудничество есть в сфере туризма со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и поэтому, само собой, что в нашей программе сегодня участвуют туристы из Китайской Народной Республики. Есть гости из Италии, есть гости из Японии, есть гости из Германии и очень много россиян. И как не удивительно, а может быть это и закономерно, в первую очередь это женщины. И поэтому сегодня вот деловой клуб женщин России прибыл к нам с такой миссией. С одной стороны, это деловой туризм, они прибыли с миссией устанавливать свои деловые контакты, сотрудничать с нашим бизнесом по разным сферам деятельности. У нас ведь сейчас еще и проходит не только бриллиантовая неделя, а неделя предпринимательства республики. Поэтому вот идут сегодня такие контакты, обмены, намерения о сотрудничестве. И вместе с тем это туристы, которые приехали сюда, чтобы получить удовольствие от увиденного и от участия в нашем бриллиантовом бале. Это, кстати, накупленные в компании «Алруса» сырье на аукционах сегодня как раз будут демонстрироваться на аукционе и продаваться ювелирные изделия, вернее, обработанные алмазы, то есть бриллиантовые изделия. Наконец, это выставка ювелирных изделий, которая пройдет сегодня, откроется в 3 часа дня. И, кроме того, открыты двери всех наших гранильных заводов, всех наших ювелирных заводов для населения республики, что очень важно. Мы ведь с вами не всегда имеем такую возможность, кроме того, как увидеть это изделие в салонах, увидеть, как оно создается, как оно созидается, из чего появляется оно. Поэтому вот в эти дни бриллиантовой недели, традиционно уже второй год, все ювелирные компании не только предъявляют нам, с вами, потребителям, беспрецедентные скидки на свою продукцию, а самое главное, они открывают двери для того, чтобы мы увидели, как это создается. Кроме того, наши студенты Северо-Восточного федерального университета большой группой, целых 70 человек, отправляются в путешествие в город Мирный. Это в основном те, которые будут в последующем становиться специалистами в этих отраслях. Они поедут туда, и это поддержка университета, этого нашего события, да? Они поедут смотреть, как зарождалась наша алмазная отрасль, как появляются алмазы, как они обрабатываются и как потом превращаются в наши с их же помощью теперь и ювелирные изделия. И не только ювелирные изделия. Мы же хорошо знаем, что очень большая возможность алмазов еще и технических, да? И поэтому все это вот сегодня демонстрируется. Ну и то, что сегодня происходит здесь, в стенах якутской ювелирной компании, открытие музея гранильной ювелирной отрасли, я думаю, это закономерно. Это закономерно, потому что сегодня мы отдаем дань уважения и памяти, и тем, кто стоял у истоков, а самое главное, новые для нашей республики и перспективные отрасли, как раз гранильной ювелирной отрасли. Поэтому я думаю, что наша неделя должна становиться все интереснее, они должны узнавать все больше
туристов и желающих посетить нашу республику в эти события. Я не сказала еще очень одно важное событие, которое завершается нашей, как правило, неделей, это бриллиантовый бал. И персоной бала или гостью, главной гостью бала в этом году является всем известная дива наша оперная российская с мировым именем Любовь Казарновская. Она сегодня нас удивляет своим мастерством, своим искусством. Я думаю, что жители города Иркутска, гости наши, а их у нас сегодня очень много, потому что проходит еще международная конференция врачей-терапевтов, проходит чемпионат мировой по бильярду, да, и все эти наши гости, туристы, они имеют возможность участвовать в этих событиях, которые мы сегодня являем нашей бриллиантовой неделе. Я всех приглашаю вас обязательно стать участниками, потому что у каждого из нас есть самая широчайшая возможность. А самое главное, побольше об этом рассказывать интересно, много позитивно, чтобы к нам хотели приезжать, видеть, участвовать в наших эксклюзивных событиях, каким является бриллиантовая неделя.